Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 3 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Достанем 3 карты на отношения. Дополнительно на работу. Так. На финансы. И начнем смотреть. Итак, карта дня у нас 8 бубновая. Карта очень хорошая, которая говорит о том, что решается какой-то важный вопрос для вас. Если это касается работы, то тогда появляется какая-то стабильность, либо возможность стабильности, да, то есть с работой определились, деньги будут, зарплата будет, в общем, все это становится известным вам сегодня. Сложная какая-то ситуация с деньгами может завершиться. Может быть, потребуется приложить усилия, может быть, потребуется проявить настойчивость какую-то сегодня, да, в плане работы денег, но здесь обязательно для вас очень хорошая новость, хороший ответ. Если, допустим, вы идете на работу, на новую, то вот вы получите ответ «да, вас берут». Или, допустим, решаете вопросы, связанные с покупками, продажами, особенно если это недвижимости касается, тоже очень удачное время, удачный период. И вообще эта карта, когда к нашим действиям примешивается помощь судьбы, помощь высших сил. Складываются обстоятельства, как мы хотим, как нам лучше, да, приходят люди новые или помогают те, кого мы уже знаем. Но в любом случае здесь вот какое-то очень важное событие происходит. Давайте посмотрим, чего же больше всего это касается. Больше всего это касается работы и денег. Больше всего это касается осуществления каких-то планов. То есть меняется ваше настроение. Вы как бы с оптимизмом начинаете уже смотреть в будущее. Вот просто день очень везучий может быть в плане работы сегодня. А что будет помогать? 8 пиковая. Общение. Чем больше общения, тем больше возможностей у вас здесь. Может быть, нужны звонки, письма, может быть, нужно обращаться к каким-то знакомым, своим связи какие-то использовать. Но также карта говорит о том, что нужно выходить как-то из привычного состояния, из привычного круга. Нужно, может быть, знакомиться с новыми людьми, да? Может быть, нужно показать свои работы кому-то. В общем, то, что мы умеем предъявить жизни, предъявить людям, да, это будет нам на благо. И вообще, если, допустим, вы связаны как-то с сетью, сетевым, а может быть, бизнесом, тоже очень удачный день. Так, теперь что будет мешать? Король бубновый. Будет мешать излишняя самоуверенность, когда мы хотим все сами, когда мы ни от кого не хотим зависеть, когда идем на риск необдуманный. И вообще вот сегодня все дела, связанные с деньгами, покупками, продажами, сделками, их нужно очень тщательно проверять. Приглашать, может быть, специалистов, которые вот проверят документы, чтобы не было допущено никаких ошибок, чтобы все условия вам были понятны и известны. Да, здесь вас могут просто обмануть, то есть сказать одно, а на самом деле будет все совершенно другое. То есть нужно быть осторожнее. А теперь для взаимоотношений. Для тех, кто в поиске партнера, валет бубновый. Карта говорит о том, что может встретиться человек какой-то очень такой резкий, человек, который, может быть, знаете, эмоционально холодный, но очень острый на язык, да, и так, нужен ли вам такой, да? Скорее всего, это человек, который занимает высокое положение в обществе, либо он слишком серьезный такой, знаете, шуток не понимает, или, может быть, он вот для него главное в жизни – это работа, карьера, деньги и все. То есть он как-то вообще не настроен на чувства. И смотрите сами, нужно ли вам это общение. Может быть, просто как полезное общение пригодится потом, но для чувств вряд ли тут что-то получается. А для тех, у кого есть пара, 8 червовая говорит о том, что у вас очень хорошие здесь возможности проявить свои чувства к партнеру в семье. Да? В общем, здесь карта, которая говорит
о том, что у вас может быть такое вот какое-то романтическое настроение сегодня. Может быть, кто-то будет... Может быть, кто-то будет для своего партнера вот такое комфортное создавать, как сказать, комфортное окружение, да, ну, допустим, ваш партнер там много работает, и ему некогда, допустим, даже о еде подумать, да, и вот вы тут как будто бы делаете все для того, чтобы ему было комфортно, удобно. А также эта карта связана с приготовлением еды какой-то вкусной, да, это может быть... Вы берете на себя какие-то домашние дела, чтобы вот его не беспокоить. Может быть, здесь... Кстати, если, допустим, ваш партнер уезжал куда-то, да, сегодня он может вернуться. Или, допустим, у вас какой-то потерялся предмет, бумага, документ, вы сегодня можете его найти. То есть, может быть, это было важно для вашего партнера, либо для вас самих. Что еще здесь важно? Важно следить за питанием, вот, потому что здесь могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, возможно, у вашего партнера, да, вот как-то вот с пищей тут нужно осторожней. Но и вода, жидкости нужно как можно больше сегодня пить для того, чтобы вот со здоровьем все было в порядке. А что еще здесь может быть? Знаете, может быть, вы будете заниматься вопросами недвижимости, как-то, может быть, это как бы просто уборка какая-то, да, убираете дом, убираете там гараж, убираете прилегающую там территорию, если вы в своем доме живете, ну, либо решаете вот вопросы с недвижимостью, там оплачиваете счета, может быть, для кого-то даже и покупка-продажа недвижимости здесь, да, потому что вот по 8 бубновой как раз у нас и кардинально тут может что-то решаться. Может быть, кто-то земельный участок будет покупать, или, может быть, кто-то будет решать место жительства поменять. Ну, прям такой серьезный день, который заключает в себе много возможностей. А кто-то, кстати, может получить ключи даже от дома, от квартиры. Вот кто строил, допустим, да. Теперь для тех, кто в ссоре. Карта говорит о том, что помиритесь здесь 100%. Самое главное, знаете, здесь как будто бы не вспоминать про то, что было. Вот стараться по максимуму быть оптимистичным, спокойным, веселым, таким жизнерадостным. И вот тогда этот вопрос легко будет решить. А теперь работу посмотрим. Для тех, кто в поиске работы. Но здесь в основном хорошая возможность для женщин, либо для темы там красоты, комфорта, да, может быть, если вы бухгалтер, экономист, работник банка, вот если вы с деньгами работаете, с кредитами, тоже здесь вот возможность есть работу найти, либо, допустим, вы продавец в магазин там женской одежды, бижутерии или еще чего-то такого, да, также хорошее время для того, чтобы находить работу, знаете, связанную с дизайном помещений, допустим. В общем, знаете, все, что связано с красотой, все, что связано с комфортом, да, это не просто искусство, это вот именно то, что нас радует и делает комфортным нашу жизнь, делает там красивой нашу жизнь. Вот это вот, эти темы будут сегодня важны, да, то есть именно в этой сфере вы можете найти работу. А теперь для тех, у кого есть работа, десятка пиковая. Вот здесь у вас все-таки перемены. Если была сложная ситуация с работой, то здесь идет перемена разрешения, улучшения. Но здесь все равно придется что-то менять. Может быть, кстати, кто-то даже и работу меняет. Может быть, кто-то находит работу далеко от дома, да, и придется там уезжать, переезжать. Или, может быть, знаете, вот вас обязали как-то новый круг клиентов для себя создать. Или поменяли ваш график, или поменяли вашу оплату. Или, допустим, вы раньше были там просто в офисе работали, а сейчас, допустим, вас отправляют работать с клиентами, допустим, общаться с людьми. В общем, здесь какие-то большие перемены у вас. Для тех, у кого свое дело. Десятка трифовая, она как раз говорит о том, что решаются какие-то ваши вопросы с деньгами. Может быть, это будет вмешательство каких-то чиновников, администрации, либо нужно будет от них разрешение какое-то. Кроме того, здесь может быть
знаете, какая-то внезапная денежная удача, либо, может быть, будете работать над новым каким-то денежным потоком здесь. Ну, в общем, здесь и в личных финансах все хорошо, и финансы для бизнеса тоже здесь процветают как-то. Если нужно будет договариваться с начальством, с администрацией, тоже здесь есть такая возможность. И, знаете, карта вот говорит о том, что нужно защищать себя, свои интересы, свои финансы. То есть как-то вот здесь больше вопросы денежные. Так, теперь вот финансы общие, да, король трифовый. Карта говорит о том, что здесь бездумно нельзя действовать. Вот эта карта говорит о том, что, скорее всего, с деньгами какая-то была неопределенность, либо переменчивая ситуация была, либо, может быть, даже был обман в деньгах, да, допустим, обещали большую сумму, вы получили меньшую, или, может быть, был конфликт какой-то вот по поводу денег. Вот карта говорит о том, что это все сегодня же и закончится, сегодня же будет улучшение ситуации. Но тут самое важное, нельзя принимать решения по финансам, пока вы не имеете какого-то четкого представления о том, как вам действовать, как зарабатывать. В общем, до прояснения ситуации с деньгами, с людьми, которые к вашим деньгам имеют отношение, здесь лучше не действовать. Так, что тут имеется в виду? Давайте добавим. Так, но здесь больше всего вы беспокоитесь о стабильности финансовой. Вы, может быть, даже страхи есть какие-то по этому поводу, да? И вот карты говорят о том, что вам вообще переживать нечего. Вот эти все проблемы, которые связаны с деньгами, они уйдут, стабильность ваша восстановится, даже вырастут ваши финансы вот благодаря тому, что вам помогают ваши близкие, семья, друзья. Вы всегда в таком окружении, вы поддержаны. Даже если сейчас вот у вас временно как-то нет денег, да, то вы просто можете обратиться к своим близким, к семье, к друзьям, они вас поддержат, да, потому что здесь, ну, действительно может быть какая-то ситуация, такая сложность вот с этим вопросом временная, да, вот, но вы очень быстро здесь этот вопрос решите, вы сможете восстановиться, вы сможете начать зарабатывать, если вдруг сейчас проблема. Пока что вот можно просто воспользоваться поддержкой близких нам людей. И по итогу дня, что у нас получается? По итогу дня все-таки перемены у нас значительные. Перемены, скорее всего, которые касаются близких людей, взаимоотношений, но здесь к лучшему перемены. Может быть, новые люди появились у нас, близкие люди, да, в семье кто-то появляется. Или, может быть, кто-то из родственников приезжает в гости. Или вот еще какие-то такие приятные могут быть по окончанию дня моменты, связанные с семьей. А может быть, вот мы говорили, что здесь решаются какие-то вопросы с недвижимостью, да, может быть, это и вот такая вот радость по поводу как бы вопросов, решения вопросов с недвижимостью. Но в любом случае, прям такое удовлетворение, комфорт, поддержка близких, у вас все тут меняется к лучшему. Очень хороший день, такой поворотный, закладывает такую хорошую основу на будущее. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.